Несмотря на безысходность, выходцы из Восточного Туркестана, которые потеряли связь со своими родными, задержанными китайской администрацией, пытаются найти их. 90-летняя Хелим Хан, проживающая в Бишкеке, сообщила, что более 30 лет не может связаться с 35 родными, проживающих в Кашгарском районе Каргалык. Согласно информации радио «Свободная Азия», женщина приехала в Киргизстан со своим сыном Маметом Турсуном в 1992 году для торговли. В 2000 году она вместе с сыном вернулась в Восточный Туркестан, но уже будучи гражданкой Киргизстана. Через какое-то время их паспорта были конфискованы в связи с усилением репрессивной политики, проводимой китайской администрацией в регионе. Через 6 лет пожилая женщина смогла получить паспорт и вместе с другими детьми перебралась в Киргизстан. С тех пор женщина находится в Бишкеке и не может связаться со своими родными. В столице Швеции прошел антикитайский протест в связи с 11-й годовщиной событий в Урумчи. Члены Уйгурской ассоциации просвещения Швеции собрались перед посольством, несмотря на проливной дождь. Заявив, что в ходе инцидентов, произошедших на игрушечной фабрике провинции Гуандун, погибло 2 уйгуров, глава ассоциации напомнил, что китайские силы безопасности открыли огонь по тем, кто собрался в Урумчи для протеста против зачинщиков этого инцидента. Акцию в память о событиях 2009 года провела и Ассоциация культуры и солидарности Восточного Туркестана. Кроме этого, в Стамбульском парке Сарачхане продолжается выставка фотографий, посвященная кровавым событиям 5 июля, организованная Союзом уйгурских неправительственных организаций. Член французского сената Эстер Бембасса заявила, что мировое сообщество должно решительно выступить против коммунистической партии Китая, которая оказывает давление на уйгуров. Китайский режим проводит стерилизацию уйгурских женщин и принуждает их делать аборты. Пекин проводит такую политику не впервые. Мы надеемся, что по данному вопросу будут предприняты позитивные шаги и что страны объединятся и выступят против геноцида, цитирует сенатора агентства France Press. В то время как число инфицированных коронавирусом по всему миру достигло 11 миллионов 400 тысяч человек, британская газета Sunday Times опубликовала статью о том, что Китай скрывал информацию о вирусе с 2013 года. Согласно информации издания, 7 лет назад 6 ученых спустились в заброшенную шахту. Через какое-то время все они заболели, а 2 из них умерли. Газета утверждает, что ученые обнаружили в шахте коронавирус и отправили результаты в лабораторию города Ухань. Подчеркнув, что китайские власти не сделали заявление по этому вопросу, издание заявило, что коронавирус был обнаружен 7 лет назад в шахте с летучими мышами и крысами. На авиабазе в Ладакхе, где произошел конфликт между пограничниками Индии и Китая, увеличилась активность военно-воздушных сил Индии. Индия развернула в Восточном Ладакхе ударные вертолеты и истребительную авиацию в целях укрепления обороноспособности, сообщает телеканал Инди ТВ. Индийский офицер, который не захотел разглашать свое имя, сообщил, что военно-воздушные силы Индии приведены к полной боевой готовности. Кроме авиации, в регион стянули системы противоракетной обороны, наземные гаубицы и танки. В начале июня администрация Нью-Дели заявила, что запретила 59 мобильных приложений, принадлежащих китайским технологическим компаниям, в том числе TikTok, CamScanner, ShareIt, WeChat, USScanner, Xender и CleanMaster, которые Китай использовал против суверенитета, целостности, обороны, безопасности и общественного порядка Индии.